Доброе самарское утро. Всем привет. 95-й, 59, 89. Пошли за чаечком. Доброе самарское утро. Доброе утро. С вами снова километры путешествия. Мы выезжаем из Суходола. Это Сергиевский район, Самарская область. Взяли чай, кофе на заправке. Залили 30 литров бензина 95 по 59, 89. И погнали. Счастливого нам пути. Вчера мы приехали в гостиницу где-то часов в 7 вечера. Точно не могу сказать. Ну, ориентировочно так. Около 7. Поужинали в кафешке. Выбор небольшой, но вкусненько. Я не ела, у Антона подъела колбаску. Гостиница неплохая. Выспались. Было прохладненько, так под одеялками, хорошо. Проснулись, еще 3 часов не было. Вошкались, но вроде как выспались. Значит, надо вставать, что лежать-то. Поэтому мы в 4 с копейками выехали. Вчера по прогнозам весь вечер РСЧС присылали, что сегодня, 18 числа, в Саратовской области дождь, град, порывы ветра, туман. Вот туман мы уже видим. Такой туманчик стелется. Но он стелется от того, что был дождь на улице. Все-таки тепло, асфальт, все, земля прогретая. Надеемся, что сегодня эти погодные условия мы минуем, потому что мы же уедем из Саратовской области. Едем, любуемся красотами. Машины уже едут. Время вот сейчас 4:30. Легковушек прям есть, короче говоря, легковушки. Туда-сюда снуют. Вот опять интересно едем. Область Оренбургская. До этого минуту назад был Татарстан. До Татарстана тоже была область Оренбургская. Короче, 1-2 минуты меняется земля, так сказать. Время в 5 часов утра у нас перевелось на час вперед в Оренбургской области. Вот сейчас официально в Республику Татарстан, по всей видимости, въезжаем. А то туда, то сюда. И главное, заметили, что качалки вот эти нефтяные стоят на территории Татарстана, а не Оренбургской области. Да нет, по-моему, на Оренбургской тоже были. Там даже завод какой-то, да, стоял, наверное, перерабатывающий. Вот сейчас время 6:47, как будто бы было. И в Татарстане время скакнуло на 2 часа назад. Стало 4:47. Здесь московское время. В общем, туда-сюда это время скачет. И регионы скачут. И время скачет. Интересно так. Въезжаем в Республику Башкортостан. Часы перевелись опять. В Татарстане тоже эти ветряки стоят. Но они поменьше, чем в Ростовской области.
подобрались к Уфе. Какие-то поля синих цветочков мелких. Видно, что прямо посажено. Что это за культура такая интересная? Может, для коров? Уфа. Привет, Уфа. Заправляться будем? Или в резиновый магазин? Все закрыто, да? Машины не парковать. Кафе, гостиница. Здорово, что можно взять и перестроить маршрут. Парковка через охрану. Поверните налево. Душ, туалет, прачечная. Там леса, буратино, черепах, квартира, колобок. Катаемся по окраине Уфы маленько. Мужики офигели, откуда я. Увидели? Ну. Спросили они или знали? Да нет, они говорят, а что, не местные? Я говорю, да нет, с Якутии. Я говорю, «Ну, что, номера не видишь? Он говорит, да вижу. Я говорю, может, ты зарегистрирована там. Че, говорит, катаешься? Я говорю, да, на море ездил. Он говорит, а что вам, говорит, там, Владивосток не ближе? Я говорю, там уже был. Он говорит, ни хрена себе, говорит, на море съездить 2 раза масло поменять. Я говорю, нет, 3, как я меняю. А, ну, да. Ну, вы же там, говорит, ходите, алмазы пинаете. Я говорю, не, они уже кончились уже. Распинали уже все. Ну. Автомасла в наличии, бесплатная замена, Чебоксарская 17/2. Это объявление просто было? Ну, не объявление, а указатель. Указатель. Чебоксарская 17/2, запомнила, да? Нет, записала. Автосервис. Автозапчасти, спецодежда, икра, рыба, мясокомбинат, кафе, сады Башкирии. Такие дома интересные, как муравейники стали строить прямо. Видишь? А, ты не видишь. Автомойка. Вот не Автомаркет. ну, не про замена масла. Судя по названию. Вот после этой машинки пойдем заезжать, будем масло менять. Что там? Купил 4 литра масла, чтобы у нас было на всякий случай, если это кончится. Дали талон на бесплатную замену. Угу. А сколько стоит? Не вижу. Масло стоит 6730 рублей. Дорого. Дорого? У нас дешевле. Дешевле на 1000 рублей. Ну, 5800 где-то. Где я покупаю. Очередная замена масла, в общем. Поехали. Маслице менять. В общем, в Уфе очередная замена масла. Ну, такая себе. Сервис-то не очень. Наверное, может, он и хороший. Но просто сколько раз мы масло меняли, всегда было все так цивильно, чисто, как в аптеке, как в больнице.
машина пыльная стала. Отверстие. Она уже все требует замены. Так-то под машиной тоже нельзя стоять. Укол нашему мальчику делают. Кондиционер стоит, а по нему насос. Якутия. Масло поменяли. Едем искать резину. У меня на душе спокойно, что под моим чутким контролем. Да. А то, блин, в Омске там выпендривались. Крутой сервис. Еще и меняли в 3 раза дольше. Ну, Через 600 Чё я метров накосякорили? на светофоре поверните направо. или накосорезили. Накосорезили. А, нельзя же. Нельзя. Не красит. Не красит. Поверните направо. Поворачиваем. Давай, мужик, смели. Так бывает, да? Левобережная улица, Демское шоссе. По мосту через железную дорогу едем. Такие домики цветные, веселенькие. Через 600 метров съезд. Поверните направо, а затем поверните направо. Какой-то, видимо, новый микрорайон, потому что там он еще дома строятся, краны стоят. Съезд. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните направо. А вот если бы мы вчера с М4 не свернули, Поверните мы направо. бы уже до Москвы доехали, да? Мы бы, да, к 12 часам были бы в Москве. Да мы вчера бы еще были, по-моему. Ну да. Нет, в Воронеже мы вчера были. В Воронеже. Да, сейчас бы с Воронежа ехали. Ну, часа в 3 Даже бы. не в Воронеже, наверное, в какой-нибудь Туле. Ну да. А зачем тебе? Нет, просто я увидела указатель Москва. Просто не хочется домой. Нет, домой не хочется. Но надо. Дорожки-то у них тоже здесь так себе, блин. Через 300 метров В поверните налево. заплатках все. Поверните налево. Что? Прямо 1 километр. Че я что иметь?
Треугольники? Да вообще запутаться, заблудиться можно. Ну, хоть бы указать. Разметки бы делали. Наши катания по Уфе продолжаются. Мы сейчас на выезд едем. В общем, обзвонили шинные центры, или как их там правильно, магазины. Резиновые магазины. Резиновые магазины, да. Съезд, поверните направо. Везде только под заказ. 7 километров. Либо привезут со склада. То есть это нужно приехать, оплатить. А тебе в течение дня привезут их только туда. Как-то. Ну его нафиг. Поэтому мы едем дальше. Тут какой-то микрорайон. Автомобильные салоны. Какие-то домики невысокие. Торговые центры. Мега. Метро. Фридом. Квартал Москва. Комфорт московские, цены уфимские. Ашан там и так далее. Что еще там? Леруа Мерлен. Не надо тебе мегу? Нет. Все торговые центры в одном месте. Ладно. У нас на Дальнем Востоке все предельно понятно. Стоит автосалон, рядом, блядь, резина у Гриши. Вот и все. Чтобы в автосалоне не покупать 3 раза дороже, идешь где не Гриши, покупаешь у него там. Ага. А тут, блин, Пишут, пишут, что все в наличии. Звоните, более 14 видов. Позвонил, да, есть наличие, в течение дня привезем со склада. Ой, нету, под заказ в течение суток. Нахрен вы пишете, что в наличии? Мне надо прийти потрогать. А тут оплатите, и оплатив, и знаешь, что кота в мешке, блин. Ладно бы это было проверено там, блин. Якохама, там, бриджик или еще что-нибудь. А тут триангл, трак, блин. Может, мне еще рисунок не понравится, который он на асфальте оставляет. Через 1 километр. 500 метров. Съезд, Ругаются. поверните направо. разозлили. Да капец, миллионник, блин, и такой фигней занимается. Просто по порядку по 2 ГИСу звонил, блин. Да, и везде одна и та Вы в же. каком городе, блин? Ну, мы Более здесь- 14 видов данного размера. А вы в каком городе? А, в Уфе только 2. Нафиг вы пишете, что в наличии? Ну да, в Вагисе же прямо даже адрес указан. Маркетологи хрена. Что, в Оренбург? Через 500 За платочком? метров. За Съезд, платочком. поверните направо. Мы же здесь въезжали. Да? Да, Ну, наверное. точно. Я запомнила. А нам в Челябинск 415 Поверните километров. направо. Прямо 387 километров. Ну все, пока-пока, Уфа.
общем, трасса там. Мы приехали вот сюда, кафе у Жорика. Так вроде бы все неприметно, из дороги его не видно. В 2GIS увидела, посмотрела, что отзывы все хорошие. Ну, давай заедем, давай. Надо было свернуть с трассы, ну, несколько метров. Естественно, я забыла там все снять, потому что было очень вкусно. Пальцы, как говорится, откусишь. Антон съел супчик, пельмешки. Я съела эскалоп с пюрешечкой. Селедка под шубой, компотик. В общем, все было очень-очень вкусно. Пятерочка. Что там? Черное масло? Что черное, это желтенькое. Желтенькое. Щуп короткий достает до нас. Да. Походу, это кафе, короче говоря, знают только дальнобойщики, потому что здесь вот большие машины приезжают. Мы приехали, ребята сидели, кушали. Сейчас вот огнеопасные, они, видать, с заправки видят его, а остальные не видят. Так что оставлю координаты. Очень-очень вкусно. Рекомендуем. Это если с Уфы на Челябинск идти, перед Симом. Кафешечка слева. Там вон, видимо, шашлычник. Дрова носит. И все. Поехали дальше. Километров. У нас впереди перевал Сим. Или как он правильно называется? Перевал? Мы очень долго сюда по нему ехали. Сейчас посмотрим, сколько будем ехать отсюда. Время 12:10 выехали. Мы въезжаем в Челябинскую область. И едем в далекие края. Да, тут немножко ремонт дороги. Эти делают. Я уже все показывала, когда мы ехали в ту сторону. Особо показывать не буду. Ну так, местами. Вот он, этот поселок Сим. А может, не поселок. И вон там на горе дорога идет, по которой мы сейчас поедем. Спустимся, поднимемся и по дороге. Вот это вот чьи номера? ЛТ на синем. Вообще в какой-то мрак въехали. Тучи черные висят над Симом. Горами. А здесь сухо, но мрачно. Туча висит. В общем, по горам мы по этим ехали 3 часа. Если бы не было всяких там долгих дяденек, мы бы побыстрее доехали, наверное. Сейчас вот катимся по хорошей ровной дороге. Да, и расход сразу. Посмотрим, в планах или Ишим, или Курган. Пока точно не знаем. Посмотрим по самочувствию, по состоянию, по загруженности дорог. Потому что
что обычно же к вечеру начинается эта возня вся. Ползут все. Сейчас время 15:50. За бортом плюс 24 градуса. Ехали всю дорогу, у нас то ливень, то солнышко, то ливень. А вот видишь, в ту сторону новая дорога, видимо, по этой ехали туда-сюда, в обе стороны было. А там только-только сделали, еще даже разметки нету. С Сима съехали, Чебаркули-то там или что там проехали. И навигатор сказал: до свидания. Меня, кажется, заглушили. Хотя регистратор нормально себя чувствует. И не хочет нам никак маршрут строить. Поэтому куда-то едем пока что. Прямо. Стоянка у Березной. Смотри, камни гранита везут. О, точно. Ничего себе. Что-то не закреплены никак, ничего. А там дрова везут. Пункт назначения. Не надо нам такие всякие сказки рассказывать сейчас. Лобановка. Река. Смотри, березовые, да, стволы? Какие толстые, прям толстенные. Это, видимо, там вот где лес вырубали для строительства дороги. Так, Челябинск. Вот здесь должны где-то выйти на курган. Ну да, Челябинск прямо пойдет, а мы, по-моему, направо уйдем. Или наоборот будет. Направо. Небо такое тяжелое, блин, опять там где-то дождь идет впереди. Что у нас по бензинчику там? Полбака. Тут повернули на курган. Реверсивное движение, немножечко постояли. Но машин много в обе стороны. Мы просто почти первые стояли. А за нами-то там выстроилась очередь. На ухода полные остановки. Едем сейчас в село Введенское, это перед курганом. Забронировали гостиницу. Гостиница, судя по отзывам, новенькая. Годик всего работает. Год работает, отзывы все там 40 с лишним отзывов, все на отлично, на 5. Рядом кафешка есть круглосуточная. Будем посмотреть. А сейчас пока едем по сгрызанной дороге. Жужжим. Это что за гора такая, интересно? Какая-то прям слоеная. Красивая. Ой. Ой-ой-ой. Какая-то местная достопримечательность. Даже прям вот она слоями лежит. Черные,
заправки. Продаем дизельные У топливо нас евро 5 по одна 54 заправка рубля. по пути Очень Татнефть. 38 рублей через газ. Остальные какие-то все незнакомые. Ну, от дождя одна польза, что хотя бы окна отмывают чуть-чуть от этих гадов налипших. Столовая. База, видимо, какая-то. Емкости стоят. Я не перееду на ту заправку, видишь? Сейчас посмотрим. Может, там разделение есть. Заколебал уже этот дождь. Третий день под дождем. Сколько можно-то? Все уже, отстань от нас. Отрезать может его? Не надо письмо это намокнуть. На этом отрезке, видимо, с заправками совсем печалька. 95-й, 58-40. Дальнобойщики стоят все на заправку. Ну-ка. А, тоже есть с этой стороны. С этой стороны не показывает, главное, на карте. Только та сторона стоит. Ну почему вы меня не слушаетесь? Снова потерялись. Вот перед курганом такая немножко сломанная дорога. Что-то мы ее не помним, как мы по ней ехали. Может, мы вообще по другой какой-то ехали? Нет, вроде бы. Все было так, как здесь, только получше. Что вообще странно какая-то, правда, как будто другая дорога. Мы с Ишима с тобой доехали за Уфу дальше. Мы на тот момент проехали 1300 километров. У нас время же перевелось на 2 часа. И у нас как бы больше времени было. Кстати, мы ехали, дорога была вообще не загружена. Ну да. Единственное, где Сим, Ну да. долго ехали, и все. А здесь вот что-то сломали дорогу зачем-то. И какие-то поля уже как будто скошенные. Что они тут уже скосили? Или да, они в прошлом году скосили? Непонятно. Тут вот было много косуль, сбитых и не сбитых. Попадались нам на полях. Лебеди были. Сбитые на дороге, не сбитые в полях. Так. Ну да, так и было. Сбитые на дороге, на обочине. Пополам разорваны. Вообще страшно. Ну, я надеюсь, завтра утром будут не сбитые, а живые. В общем, мы не помним плохую дорогу. Нам хорошо было ехать туда. Ну, такой, в принципе, небольшой отрезок. Может быть, поэтому и не запомнился. Потому что туда проехать почти 10 тысяч. И обратно уже, естественно, все забывается, замыливается в голове, в памяти. Деревня Караси, Вилкино, названица. О, разбил все лицо себе. В Кровишнице. Нет, ну кабина вся разбитая. Караси и Вилкино. Я говорю, как почитаешь, обхохочешься.
находишься название. И ведь с Бурятии Шпатыкена-то к нам как привязался, так и мы от него не отвяжемся никак. У нас везде, у нас все теперь Шпатыкены. Даже кто-то смешной какой-нибудь, потешный, мы его Шпатыкеном называем. Вот, лиса рыжая. Видел? Она что-то там ела на обочине. Блин. Сейчас посмотрю на видео. Успела заснять или нет. Она прям, что-то, видать, кто-то кинул ей. Она трескала, стояла. Смотри, что, какие ямы страшные на дороге. Ужас. Кошмар. Вот на каждом километре куски колес валяются. Колеса, разодранные куски колес. Это отрезок Челябинск-Курган, да, получается. Еще ужасная дорога. Все в каких-то ямах, грыжах. Просто жуть какая-то. Что вообще могло произойти за 3 недели? Мы не помним такую дорогу. Ужаснейшую. Поэтому и неудивительно, что там машина улетела на таких грыжах. Естественно, подкинула фуру. Попробуй-ка останови. Или уведи от этой грыжи. Какие-то там домики вдалеке белые светятся. Не знаем, что это. Курган, может быть. Высокие дома. Мы, получается, до Кургана не доезжаем. 40 километров. 40 километров не доезжаем. У нас на трассе где-то гостинка. Село Введенское. Вот оно, Введенское, налево показывает. А нам не надо поворачивать, да? Помчался. Магазин, уют, кафе, тракт, сервис, запчасти, стоянка там. Зауральский тракт. Ну вот так нам приходится развернуться и поехать в обратку. Потому что там сворота нет. Лишь бы хорошая была. Тут вот мини-маркет, столовая, гостиница, банкомат. Все у них есть на территории, на въезде. Еще говорили, что кафе где-то тоже на въезде. Что-то он мне говорит, Антоха, дальше езжай. Там какая-то двухэтажная стояла, может, это она? Да, горница, 700 метров.
И где она, эта горница? Подсолнух, магазин продуктовый. У тебя не Я показывает? понять не могу, куда мне ехать. Гостиница вон там написано. Вот, может, туда надо было ехать? Там тоже. Стрелки там стоят. За зданием. Вон, видишь, стрелки туда. За зданием указывают. Вот так выглядит гостиница. Спасибо вам большое. Я тут выйду. Давай. Выходи. Ты сначала сходишь, ты курс хочешь? Номер. Тапочки, скамеечка, прикроватные коврики, полотенца, холодильник, уют, красота, вентилятор вместо кондиционера, да? Телевизор, фен есть, полотенце, ванная белоснежная. Надо брать номер. Комфорт, да, называется? Да. Диванчик. Мебель, конечно, вообще отдельная история. Обалдеть. А этот номер сколько стоит? 4,5. Я хочу его. Пожалуйста. Можно? Конечно. Классно кайфануть до 5 утра. Обалдеть. Ну, на 1500, но зато кайфануть. Он не занят, да? Нет, можно. Все, значит, надо брать. Девушка решила мне показать все красивые номера. Надо было фотки, ну ладно, потом скрины наделаю, чтобы в 2 гиза. Вообще. Это вообще что-то. А это люкс, да, или что? Тоже комфорт. Тоже комфорт. Он тоже 4,5. Так, ну и? А что вы мне еще покажете? Есть белый. Просто бомба. Он тоже рассчитан, Вот. чтобы это слепо полная репетежка. Либо одноместный, либо трехместный. Пожалуйста. В принципе, там в санузле то же самое все, да? Сейчас я еще покажу. Я разуваюсь, потому что номера все чистые, да. А то потом будут говорить, разулась в коридоре. Прям необычно так все. И вот такой вот номер комфорт тоже, да, называется? В белом исполнении. Здесь немножко отличается. Здесь туалетная комната здесь находится, а ванная, душевая вот там. А, даже так, ничего себе. Как интересненько. О, здорово. Шикарно. Шикарно. Вот, пожалуйста. Находится Здесь. вода, столовая стулья и Угу. вот сюда вот. Ложки, вилки, если необходимо. Тарелки, если какие-то кубики нужны будут, обратитесь, я вам дам. Угу. Спасибо. Чашки есть. Это вообще что-то, конечно. Ну, если так в плане экскурсии. Угу. Вот это вот у нас конференц зал такой. Обалдеть.
11 лет строили это все дело, создавали. Да, вообще Когда вот молодцы, конечно. началась отделка уже этого здания, это было 6 лет назад. Ой, ничего Вот себе. начали уже вот стены делать, все, росписи пошли. Мгм. А вот запустились только вот. Но, может быть, это сыграло нам в плюс, потому что за это время удалось собрать какие-то вот предметы, потому что вот это вот все реально историческое, это создавало, покупалось на Авито, выискивалось, это рукомойник. Да. Здесь вот клеймо мы не нашли, а где-то на вьюшках прямо там 18-й год стоит. Ничего В себе. буфете, вот если обратите внимание, там Ага. вот эти вот рамы, которые висят, это реальные того времени, это где-то 920 год. Мы единственное там по бокам добавили резьбу чуть-чуть и расписали. Это вот восстановленное все. Там вот около гардероба зеркало висит, тоже того времени, сундуки все реставрированы. Да. Молодцы, здорово. Коврики под стеклом. В общем, выбрали мы себе, я выбрала себе такой номер с отдельной ванной, с отдельным туалетом. Карточка вот она лежит. Единственное, что в этой гостинице еще не запустили сплит-систему, не работают кондиционеры. Смотрите, тут озеро. Красота. Вот. У них вот тут вот будут кондиционеры, как бы уже все подготовлено, просто еще не настроили, должны вот на днях настроить. Ну и стоят вентиляторы в каждом номере. Вообще молодцы, конечно. Посмотрим, что в шкафчике. Плечики. Надо же, вот это вот они вот, представляете, все где-то брали, откуда-то доставали, все это дело обновляли. Вообще, я в шоке, я в шоке. Кусочек лета вместе с теплым поцелуем. Небо очень хочет света, в темноте его